я за себя не мог одним дублем отснять. Я там читал по 5 раз одно и то же. Don't mind, I just wanted to shake your hand as we're filming. Perfect. Good day, man. Good. Нам рассказали. Алишер, что ты мне... Алишер просто мне сказал, что он в пятницу будет интервью. Я вообще была не готова. Ты любишь, когда папа ждет? Да. Не смейтесь надо мной же. Очень люблю своего мужа. То можно так эффект сердечка сделать. Да. Ну все, круто. Будем знакомы? Алишер Сейдахметов, супервайзер рутинного техобслуживания, с компанией уже 17 лет. Родился и вырос в Алмате. Уже 7 лет переехал и живу в городе Атырау. Женат, 3 детей. Хобби – это спорт и киберспорт. Вот мы подъезжаем к IBM-UA. Это наше место работы. Вот здесь, за стеклом, мой офис. Первым делом, придя на работу, важно проверить почту на срочные сообщения. Возможно, ночная смена оставляла что-то, чем мы должны обязательно заняться в дневную. Наша группа рутинное техобслуживание, мы обеспечиваем безотказность производства и должны делать это продуктивно. То есть оборудование выходит из строя, любое, его нужно обслуживать в свое время. Я бы сказал, обслуженный завод, безотказный завод – это безопасный завод. Так, у нас сейчас 9:30, да? В 10 часов у нас собрание со штатом, мы ходим и посмотрим. Сообщили, что в цех поступил насос, его нужно вводить в строй. Вот Талгат у нас старший специалист вводящий, обслуживающие насосы. Вот сейчас покажет насос. Заявка второго приоритета. Насос должен быть в строю в течение недели. Команда отработает за 2 дня. Вперед плана. Сегодня в цеху тихо, как заметили. Люблю тихие дни, потому что пользуясь днями, когда ничего не происходит, мы планируем будущее. Нуртас, добрый день. Ты у себя повезло. Здравствуй. Это мой коллега Нуртас, правая рука, техобслуживание рутинное, держится на его опыте в том числе. Алишер жайлы айтатын болсам, біздің топ атқарып жатқан жұмыстардың кеңінен танысып, әрі қарай біздің бизнес процесстерімізге жарқын өзгерістер енгізу жұмыстарын бастап кетті. Мен ойлаймын, Алишер біздің компаниямыздың үздіксіз өсіп келе жатырған ең жас топ менеджерлердің қатарында табылады. И Алишердің басшылығымен қол жеткізетін жаңа кезеңдер мен талай белестерді бағындыратынымызға, оның білім мен тағылымы, көшбасшылық стилі біздің бөлімді жарқын болашаққа жетелейтінін сенімдімін. Алиш, ланч. Обед по расписанию. С Алишером мы знакомы больше 15 лет. Нам повезло и довелось быть в первом пуле молодых специалистов, которых ТШО отобрала для работы сразу после университета. Но на сегодня Алишер служит прям примером для молодого поколения, потому что он один из первых, кто начал занимать руководящие должности. Мало кто знает, и он очень скромный на этот счет, но он мастер спорта международного класса по армрестлингу.
У нас тоже был интересный случай. На Наурыз объявили соревнования по армрестлингу. На тот момент Алишер давно уже не занимался профессионально, но тем не менее вышел в абсолютно весовой категории. Там люди так болели, что охрипли. Он на вид очень легко всех победил. Вот. Потом мы узнали, что некоторые компании выставили прям действующих спортсменов в тяжелой весовой категории. А как его описать как друга, то он очень чувствительный, всегда держит руку на пульсе. То есть, может, его за это тоже коллектив любит и уважает, потому что он заботится о своих людях. Вот я даже благодарен этому месту, Тенгизу, за то, что сводит меня с такими людьми. I've known Alisher for a little while now, so we're kind of joking that we went out when Jared and I got in, and we started doing a bunch of our reorganizations. Alisher was over in the design engineering group, and we kind of went out and convinced him to leave design engineering and move over and take over as our new role for the planning and scheduling manager role. Albert, many things. That was a very exciting offer. I couldn't reject it. So the moment you made it, I accepted it. One of the things I love about Alisher is he never says no. We can give him any new, we can give him any challenge, any issue, any item, no matter what. And Alisher always says the same thing. He says, "I'll get right on that." And then he goes away and he does his thing and he comes back and he's usually got a very organized plan, like this and this and this. I talked to this person. I talked to this person. So one of the things I appreciate about Alisher is I don't think there's anybody in the company that he doesn't know. So he has like the most incredible network. So if it's sort of like he's the procurer. It's like if you need something, Alisher always knows something. He's like, "Oh, I know a guy," and then he can go out and follow up on it. Absolutely. Company tends to help, maintenance tends to help, and Albert tends to help. I'm covered. Середина дня 28-го дня вахты. Перевахтовка написана. Закрываю офис. Придет сменщик, вставит свою именную планку. Казбек, до следующей вахты. Run. See you next rotation. Take care. Take care. See you. Пройдем через отдел, откуда я начинал. Отдел называется Design Engineering. В этом отделе отлично поставлена система отбора студентов из лучших университетов Казахстана и по миру. Вот ТШО в этом плане очень крайне эффективная компания и своими сотрудниками, своими же руками она добивается успеха. С детства я занимался спортом. С 10 по 15 лет я играл в Алматинской малой лиге бейсбола. И вот нас, детей, тренировали американцы. В первом потоке тренировали американцы. И это были сотрудники Шеврона, Тексака. Играя с ними, 5 лет, я отчасти подтянул английский язык. А самое главное, узнал о том, что есть такое месторождение Тенгиз. Неплохо бы здесь поработать. У меня засело как раз таки вот с 10 до 15 лет и повлияло на мой выбор профессии. Я интроверт. И лидером я стал скорее вынужденно. У меня долгое время оставался дискомфорт с публичными выступлениями, но я работал над собой, и постепенно все начало получаться. Я, получается, интроверт, который научился маскироваться под экстраверта. Мы сейчас находимся в поселке ТШО, в здании Б6. Это место
постоянного размещения дизайнс инжиниринга, отдела группы инженерного проектирования, о которой я рассказывал. Пойдемте. Скорее всего, команда сейчас сидит в конференц-зале. Конференц-зал у нас новый, для молодежи сделан. И давайте их навестим. Привет, команда! Привет, Орлы! Вот об этой команде я вам рассказывал. Это те молодые инженера, это те менторы, которые пишут рабочие пакеты, поддерживают капремонты, делают срочные работы и, в общем, вытягивают Тингис Шурал. Мурзагали не здесь? Он зашел сюда. Ну, с Алишером я знаком в течение почти всей своей карьеры. Я 15 лет на Тенгизе. Начинали здесь, в ДИИ, так как считается наш альма-матер. Практически большая часть, почти все, кого я знаю, Алишер отзывается очень тепло, как профессионал своего дела. Так что Алишеру только дальнейших карьерных взлетов. Yeah, it's good to see Alisher move up in the management ranks. He's really a DE product. He started here as designer. So many of the success stories here started as designers. Congratulations and good luck for the future, Alisher. Осы инженерлік жобалау бөлімінің топ жетекшісі болды. Сол кезде бірге жасастық. Оны мықты басшы деп білем. Оған сенуге болады. Всегда оказывал поддержку любой человек, любой коллега, который к нему подходил. Он всегда не отказывал, всегда с его стороны чувствовалась поддержка и теплота. В последнее время более плотно работали с ним, он был моим руководителем. В этой должности он показался очень мудрым, справедливым человеком, всегда открытым. Алишер менен бір үлкен потенциал көріп, сол бір жыл бұрын Гаухар бізде координаторская позицияны алда келе жатырған бір жобаға сен лайықтысың, сенде бәрі жақсы болады, осы саған сенеміз деген бір сеніммен менен бір сол потенциалды көріп, сол қанатымды ұштырған кісі болатын. Өзінің үлгісімен бізге көшбасшы болып жүрген адам. Мен ол кісіге тек қана сәттілік тілеймін, жетістіктерден жетістіктерге, белестерден белеске жете берсін. ТШО жалпы әлем бойынша үлкен өзгерістер болып жатқан кезде дизайнсқа келді. Яғни ТШО бизнес workflow-дар өзгеріп жатқан кезде, яғни біз жартысымыздан көбіміз қашықтан жұмыс жасап жатқан кезде, соның бәрін дұрыстап жүзеге асыруға өз тарапынан көмектесті. Әрқашанда стратегиялық түрде ойлайды, ешқашанда қызуға салынып, бір эмоцияның арқасында шешімдер қабылдамайды. Ол біз жұмыстан тыс ойнайтын компьютерлік ойындарда көрінеді. Себебі оның позиция таңдау, әртүрлі жағдайларда тез қозғалып, тез шешім қабылдау, ол да көрінеді сол кездерде. Команда, спасибо большое за время, ваше внимание. Вахта закончилась, я улетаю. Улетая, решил пройти через отдел, очень приятно. Ребят, мне всегда приятно видеть дизайн-инжиниринг, добивающийся успеха. Один большой плюс жизни в Атырау при работе на Тенгиз – это после 30-минутного перелета я сразу же дома. В аэропорту меня будет встречать супруга. Придем сейчас домой, все встретимся. За 28 дней я по ним сильно соскучился, и они по мне. Соскучился по коронным блюдам моей супруги. Хотя мне много нельзя, но супруга все-таки балует меня моим любимым пирогом, чизкейком в ее личном авторском приготовлении. Надеюсь, сегодня его увидим, попробуем.
Оля. Привет, Жан. Привет. Отлично. Пойдем домой. Меня зовут Гульнура. Я классическая жена вахтовика. Мы с Алишером познакомились на Тенгизе. После рождения старшего сына я еще работала вахтой. А после рождения уже второго сына я ушла в декретный отпуск. И вот с тех пор с него не выходила, как говорится. Я занимаюсь в основном детьми. Когда он приезжает с вахты, я более такая расслабленная. Я знаю, что он там может прикрыть меня. А когда я сама, я как солдат. Утром детей развожу, я увлекаюсь спортом, мне очень нравится. Я занимаюсь пилатесом, силовыми тренировками. И в основном занимаюсь воспитанием сыновей. Старшему 12 лет, его зовут Тамерлан. Он ученик 7 класса, второго зовут Тенгиз, он ученик 3 класса, и младшему Арслану вот через месяц будет 5 лет. Что, фирменный чизкейк, что там готов? Нам рассказали. Алишер просто мне сказал, что он в пятницу будет интервью, поэтому я все продукты купила, думаю, чтобы в свежем виде было, я не пекла, я думала, сегодня испеку. И он сегодня меня, конечно, врасплох застал, что интервью будет сегодня. Я вообще была не готова. Привет! Тенгиз! Ассаламу алейкум. Тенский, привет. Сегодня ты дома, мы тебя долго ждали. Ой, спасибо. Как тебя зовут? Арслан. Да? Да. Какое красивое имя у тебя. А что можешь про папу своего нам? Папа работает деньги. Зарабатывает деньги. Папа, когда уезжает, кто плачет? Папа не уезжает. Я. Ты любишь, когда папа уезжает на вахту? Да. Картошка ты. А когда приезжает, радуешься? Да. А что больше любишь, когда уезжает папа или приезжает? Приезжает. Он мне помогает, может, в уроках, или мне подтягиваться на штанге, или поддерживать. Меня зовут Тенгиз. Меня назвали место рождения. Еще я хочу, чтобы он стал богатым, а потом, чтобы мы жили в хорошей жизни. Я хочу быть, чтобы у меня были кубики, еще и был почти большим. Что больше? Кубики, чтобы были большие. Мама, не смейтесь надо мной уже. Меня зовут Сейдахметов Тамерлан. Мне 12 лет. В свободное время мы можем дома вместе что-нибудь посмотреть или куда-нибудь сходить, например, в кино. Мы играем в игру Гран Туризмо, и мы посмотрели по ней фильм. И нам очень понравился этот фильм, и нам понравилась одна трасса. И вот наша мечта с папой, когда я подрасту, чтобы мы туда поехали. Хотелось бы арендовать, может быть, купить машины и погонять на этих трассах. Думаю, что мой папа, его сильное качество, то, что он очень умный, занимался спортом, и с нуля поднялся высоко очень. С Тамерланом в видеоигры, именно в видеоигры гонки мы играли с его 3-летия. Ему нравилось, у него все получается. Я в эти игры играл, в гоночные симуляторы, профессиональный гоночный симулятор. Играл с 98 года. И всегда у меня была мечта. Я хотел поехать на немецкую трассу Нюрнбург, Северное кольцо. Подрастая, Тамерлан это заметил, проявил интерес. И вот уже мы вместе с ним садимся и играем. Как-то я у него спросил: ты бы со мной поехал? Да. Я у него спросил, я сказал, что мы поедем тогда, когда и я, и ты сможем водить эти машины. Так что садись и учись. Вот. План у нас следующий. К Тамерлану 18-летию, у него уже будут на руках права.
мы будем оба в отличной форме, спортивной, гоночной форме. Поедем, снимем машины, арендуем машины от самой простой до достаточно скоростных и будем ездить и ставить там рекорды. Вот это наша мечта. Его начальник познакомил со всеми, кто находился на тот момент в группе. Когда я с ним познакомилась, я как бы сразу обратила внимание, но на тот момент мы как-то близко вот не общались. Как бы вот мы виделись просто после работы и в какой-то момент, мне кажется, он сам первый шаг сделал. Он написал: «Привет, как дела?» И потом как бы вот начало, закрутилось, завертелось. И что мне в тот момент в Алишере понравилось, потому что он был простым дизайнером, как бы, и в нем чувствовалась сила духа, и то, что он такой целеустремленный, потому что вот мы с ним сейчас 14 лет женаты, и я очень люблю в нем в эту черту, что когда он что-то выбирает, покупает, то, что он что-то ищет или ставит для себя цели, он к этому очень относится ответственно, скрупулезно. Он моя опора, он мой спасательный круг. Нравится в Алишере то, что он никогда не отказывает и всегда помогает, раскрывает вот тему, если, например, что-то непонятно, он прямо разжует, донесет до человека. И для меня была всегда гордость, что какие-то собрания всегда говорят, что Алишер, вот он был просто дизайнером, который пришел, который просто ходил по заводу, например, чертежи. Очень люблю своего мужа. У меня история проста. Я встретил Гульнур, и что-то изменилось сразу. Я понял, что это мой человек. И вот с тех пор, может, полгода, про которые Гуля рассказывает, что мы не созванивались, не писали, я был, может быть, достаточно занят, но в душе и в сердце у меня уже давно был план. Как только руки дошли, сразу сделал шаг. И долго не затягивая, я Гулю пригласил в Алмату, мы пошли в ресторан и сделал ей предложение. Все, и с тех пор вот 14 лет и живем. Все, нужно так эффект сердечка сделать. Да. Ну все, круто. Каким я вижу будущее, работая в ТШО? Компания еще долго продолжит быть флагманом казахстанской экономики, позволяя нашей стране расти, развиваться, вкладываясь в людей и их потенциал. Мир меняется, и в будущем требования к ответственной бизнес-модели, к нейтральному углеродному следу, требования к этому будут расти. И наша компания делает шаги в этом направлении, меняя свою бизнес-модель, и я уверен, что она в этом преуспеет. Дети мои отучатся хорошо и сами выберут себе путь. А любовь к своей земле, к своей стране они унаследуют от нас с Гульнур. Ну что, будем прощаться? Пока-пока! Пока-пока!